Добрый вечер, это «Якутия в деталях», меня зовут Ирина Ефимова. На днях в рамках 10-го гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» и 12-го фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Федеральном исследовательском центре «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» прошла 7-я научно-практическая конференция под названием «Питание и биотехнологии для здоровья и сбережения населения арктической зоны Российской Федерации», посвященная 300-летию Российской академии наук и десятилетию науки и технологий в нашей стране. И у меня сегодня в гостях Ульяна Лебедева, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной медицины и генетика человека Мединститута СФУ имени Амосова, и главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, и она же председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации Российской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии. У второй гости тоже довольно много регалий. Екатерина Романова, доктор исторических наук, руководитель Центра интеллектуальной истории и культуры Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Академии наук, обособленного подразделения Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Вот и мы поговорим о том, как правильно питаться на севере и как сохранить не только фигуру, но и здоровье. Добрый вечер, Ульяна Михайловна. Добрый вечер. Екатерина Назаровна. Добрый вечер. Ну, давайте, пока впечатления фестиваля еще в памяти теплы, да, давайте, хочу, чтобы вы впечатлениями поделились. Вообще, как к праздничному мероприятию удалось найти такой вот научно-практический подход? Ну, начинайте. Да, ну, начну, да. Как вы сказали, 10-й гастрономический фестиваль – это юбилейное мероприятие было. И в рамках вот 10-го гастрономического фестиваля наша конференция, она состоялась 7-я. Потому что, когда вот этот гастрономический фестиваль начинался, и я в качестве жюри принимала участие, да, и вот, ну, после 3 вот этих гастрономических фестивалей мы пришли к выводу, что нужна конференция для обсуждения вот всех вопросов касательно здорового питания, что подается. И плюс еще основной целью является вот этой конференции вот научно-технологическое сопровождение вот этого гастрономического фестиваля, который в рамках зимы начинается с Якутии. Это же событийное мероприятие, да, большое, и поэтому, которое вообще не только давно уже вышло за рамки республики, и практически, ну, статус еще является республиканским, но, на мой взгляд, вообще всероссийского такого плана. Ну, он то есть международным участием, международным событий, участием, потому что даже на нашей конференции в этом году принимали участие в эти гости? Да, гости из-за рубежа. Да? То есть даже не онлайн, а прям приехали? Да, прямо приехали представители из Казахстана, из Узбекистана, вот, которые как раз являлись гостями «Зимы начинается с Якутии» и гастрономического фестиваля. Вот в целях популяризации принципов здорового питания и привлечения к вниманию вот всего населения не только нашей республики, но и всей страны, вот эта конференция в рамках гастрономического фестиваля была. Да? Она 7-я, и называется очень широко «Питание и биотехнологии для здоровья и сбережения арктической зоны Российской Федерации». Ну, тут говорится об арктической зоне, потому что много документов в последнее время, 2 основных документа, это основные основы госполитики до 1935 года по развитию арктической зоны и стратегии развития, да, и национальной безопасности арктической зоны вот вышли указом президента России, и поэтому, естественно, конечно, вот ну, во главу угла стоят вот реализация вот этих дорожных карт, вот указов. Ну, да? про питание понятно, а биотехнологии? Ну, естественно, конечно, как же питание без биотехнологий, потому что для того, чтобы вот
формировать, да, питание человека, рационы питания человека. Естественно, конечно, первым формуле питания человека 21 века соотносятся натурпродукты, а если их не хватает, естественно, конечно, вот и технологически вырабатываются другие специализированные продукты питания, которым мы должны формировать тоже рацион каждого человека. И за счет этого вот и питание биотехнологии, они наравне идут и создают вот и плюс еще и безопасность, качество этого питания, создают общую такую политику здорового питания. Катерина Назаровна, есть что добавить? Я хотела бы сказать о том, что вообще зима начинается в Якутии. Этот фестиваль действительно давно вышел за рамки нашей республики, потому что приезжают туристы, блогеры, которые действительно знакомятся через гастрономический туризм, можно даже так сказать, да, через вкус Якутии, конечно, с визитной карточкой вообще в целом Республики Саха-Якутия. И в этом вот плане мы, этнографы, ученые, нам очень интересно вообще обратить внимание, какие сегодня становятся этнобренды республики. Одним из важных этнобрендов, безусловно, сегодня становится культура питания арктических народов. Я хотела бы сказать о том, что когда мы узнали о том, что будет вот такая у нас 7-я конференция, безусловно, хотелось сделать что-то новое, креативное, такую интеллектуальную площадку. И вот поэтому мы впервые провели зимнюю этнографическую школу, которая была посвящена очень интересной теме культура питания в символическом измерении. Речь идет о том, что мы рассматриваем нашу пищевую культуру народов Арктики как один из важных механизмов культурного, духовного наследия. И вот в связи с этим хочу сказать о том, что привлекли эти большое внимание, потому что для нас очень важно было увидеть, что сегодня вообще культура питания становится таким мировым трендом здорового образа жизни, безусловно, но в то же время и обращение к каким-то своим таким духовным истокам через кулинарный код. Вот. На этом у нас, на этом мероприятии очень приятно, что участвовали не только наш ФИЦ, но и Арктический институт культуры и искусства. Есть такая очень хорошая лаборатория геокультурного брендинга, которая как раз была создана в сообществе Института гуманитарных исследований проблем малочисленных Севера и Арктического института культуры и искусств. И вот вы знаете, такие были очень важные проблемы на этой школе обсуждены. Одним из них является вот как раз здоровое питание, обрядовый комплекс, связанный с питанием, и развитие гастрономического туризма в рамках того, что мы рассмотрели, сделали небольшой срез и анализ наших этнических ресторанов. Для нас это было очень важно, потому что сегодня, безусловно, очень большой интерес к этническим ресторанам, к национальной кухне. И вот как сегодня развивается этот бренд у нас в Республике Саха-Якутия, это уже становится такой, знаете, актуальной повесткой для того, если мы хотим вообще развивать в целом туризм в республике. Вот за что люблю ученых, что им можно вообще вопросы не задавать, все расскажут. Но если все-таки у зрителей есть вопрос, то мы работаем в прямом эфире, можно позвонить в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. И, конечно, через наше мобильное приложение тоже можно задать вопрос. Если у вас его нет, отсканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, и запустите эфир, и в всплывающем окне можно задать вопрос. Ну, давайте все-таки так попроще немножко, да, опустимся с научных небес чуть-чуть ближе к земле. Это же все-таки «Вкус Якутии», это прежде всего гастрономический фестиваль, да, и вот такой простой у меня вопрос к вам. Какое блюдо должен готовить, уметь каждый житель Якутии? Прям такой женский простой вопрос. Я думаю, Очень хороший саламат. вопрос. Да. Я думаю, саламат Ну, обязательно, да. А мужчина должен обязательно строганину, потому что я вообще считаю, что вот все, что связано с якутской кухней, вообще с северной кухней, это, безусловно, очень оригинальные блюда, во-первых. Во-вторых, наверное, Ульяна Михайловна скажет, что они, безусловно, связаны с тем, что там много разных витаминов. А я еще скажу о том, что они связаны с культурой народов, проживающих здесь. Поэтому, я думаю, женщины должны готовить саламат, а мужчины
великолепно строгать нашу строганину. Ну и про якутскую лепешку можно говорить бесконечно, да, и про кёрчах, который является кислородным продуктом с добавлением всяких дикоросов, ягод, да. Это тоже очень хороший бренд нашей кухни якутской. Можно еще сюда добавить ну, оладушки наши якутские, да, потому что не только конечно. связаны еще с национальной кухней, но и С духовным миром, с духовным конечно. миром, Вы да. знаете, кстати, вот если мы опустимся, как вы говорите, до такой повседневности, очень часто же приезжают гости, и я часто бываю в ресторанах со своими гостями, и они всегда спрашивают о каждом блюде. И мы всегда заказываем нашим гостям саламат, и уже появился такой обряд. Я всегда говорю о том, что саламат — это такая, знаете, вообще в этнографической литературе ее называют божественная каша. Это каша божеств, аи, потому что она, скажем, такая молочная, очень много масла там. И вот как раз обряд заключается в том, что каждый берет ложечку, 3 раза по кругу солнца проводит, таким образом он входит в якутский мир. Поэтому с каждым блюдом, безусловно, связано очень много представлений и мировоззренческого комплекса. Вот почему была нужна эта зимняя этнографическая школа. Мы очень хотели, чтобы пришли, посетили эту школу рестораторы, менеджеры, которые работают в ресторанах, и они поняли, что пища — это не только, скажем так, продукт потребления, да, это в первую очередь, безусловно, взгляд на нашу культуру. И для этого очень важно, ну, по крайней мере, немножечко хотя бы иметь эти знания для того, чтобы потом уже официантам, часто спрашивают у официантов, а это что за блюдо, почему? Чтобы они были уже во всеоружии. Мне кажется, что такие школы очень нужны нам для того, чтобы был такой диалог между бизнесом, скажем, рестораном и ученым мира. А вот с точки зрения диетолога, нутрициолога, саламат, это же большое значение, конечно, мука, имеет... вода и масло, Да, по сути. но большое значение, конечно, имеет и медико-биологические аспекты. Да? Вот и здесь как раз представлены были эти аспекты медицинским сообществом, да, биологическим сообществом. Северо-Восточный федеральный университет вот очень большое значение имеет к созданию вот данной конференции, к развитию данной конференции. Аграрный технологический университет, кафедра индустрии питания тоже очень большое значение имеет. И в докладах были представлены даже вот аспекты нутригеномики, да, вот, ну, генетики питания, да, вот с точки зрения нутригеномики и нутригенетики. Были представлены работы Института биологических проблем криолитозоны, которые как раз, у которых очень много, достаточно много разработок. Вот практически вчера только я экспертировала одну работу по биологически активным добавкам. Да, они есть, да, и вот эти специализированные продукты функционального назначения, они должны быть представлены в рационах, вот в рационах каждого жителя, ну, проживающего не только в нашей республике, но и в арктических и северных территориях. То же самое вот еще так как эта конференция, в конференции принимали участие в этой конференции не только якутские ученые, да, но и ученые с других регионов арктической зоны, начиная от Кольского полуострова, и вот о своих результатах научных исследований доложились и по витамину D, да, витаминной недостаточности, ну, сейчас я еще повторюсь, вот о генетике питания, да, и о тех дефицитах, которые действительно приводят к каким болезням, да, и вот в целях вот профилактики, лечения этих заболеваний, что нужно предпринимать. Очень большое значение уделялось образовательной программе, да, просветительской работе, то, о чем мы тоже сейчас вот на данный момент делаем. И образовательные программы нужно развивать вообще, чтобы действительно
действительно на разных уровнях выходить на общественность, да, на население, потому что действительно вот в нормах тоже, которые вышли в 2021 году, новые нормы через 15 лет, они гласят о том, что в каждом возрасте есть свои особенности, и в зависимости от этих особенностей детства, юношества, там, это взрослого состояния, пожилого состояния, совершенно внутритропного развития, ну, если вот так я пропустила, да, вот есть свои физиологические нормы потребностей в энергии и пищевых веществах, то, о чем говорится в этом документе государственного нормирования, который был утвержден в 2021 году в июле месяце. Вот, и в соответствии этих норм, естественно, конечно, мы, ученые, да, образованцы, разрабатываем методические рекомендации, которые вот, нужно распространять и расширять народу. Про конференцию вообще был мой следующий вопрос, но вы уже на него начали отвечать. А все-таки вы не ответили про саламат. Мне вот интересно, с точки зрения именно диетологии, понятно, что обрядовая часть большая, да, вот якутские лепешки, оладушки, саламат, это вот, ну, про этнографию мне вроде бы понятно. А с точки зрения вот диетолога, там же мука и вода, и масло. Ну вот в чем там ценность-то? Особая. Ценность вообще питательности этого продукта. Да. Это считается вообще белково-жировой продукт. И вот в традициях, да, например, вот, когда ну, человек устает, да, и истекает энергия, тогда вот этот продукт очень хорошо помогает. И традиции есть у наших, когда женщина рожает, да, и после родов, чтобы восстановить энергию, да, силы придать. Естественно, конечно, первое, вот то, что дается, если дается саламат, да, саламат, и это традиционно. Можно я немножечко добавлю, потому что вот на третий день, когда роженица уже родила, бывает обряд продов Аясыт, божества деторождения. Вот обязательно нужно сделать саламат для того, чтобы дать роженице, потому что если восстановить свои силы. Но с другой стороны, этот саламат еще должны попробовать ее подруги, девушки, которые еще не рожали. Вот по традиционным представлениям они все кушали этот саламат. И здесь саламат является как бы долей. Каждому дается женская доля. И вот они, значит, все хохочут, такой, знаете, очень красивый обряд для того, чтобы взять эту жизненную энергию. Здесь саламат является такой же, значит, скажем, такой жизненной субстанцией. И вы знаете, сейчас вот сидела, когда слушала Ульяну Михайловну, хочу сказать о том, что вот масло вообще в якутской культуре, оно не только, я хочу сказать, что имеет такую мировоззренческую, обрядовую сторону. Дело в том, что разные превращения ведь масла есть. Есть просто масло топленое, каях, да, масло, значит, замороженное. Это почему? Потому что вообще в якутской культуре есть такое понятие алгыса, благопожелание, ойбон ары саламат. То есть прорубь целое масла, это вот на вершине свадьбы, свадебного обряда давали очень большую, значит, емкость, ну, имеется в виду блюдо, в котором было просто плавало очень много масла. То есть масло — это как вершина такой гладкой, беспрепятственной дороги. То есть вот это очень важный вообще символ якутской пищевой культуры. Да. Очень интересно. И вот про конференцию, да, раз вы начали, в 7-й раз она прошла, а вот какие ее потом результаты вот бывают, если вот 7-й раз, да, после первой конференции вот что-то, ну, что-то ввели, что-то добавили вот на жизни, на нашем рационе? Данное сообщество, вот, отражается конференция собирает специалистов в этой области, да, и эта конференция, она вообще собирает специалистов междисциплинарного плана, собрала. Это начиная от медицинских работников, ученых, там, биологов, вплоть до технологов, техников, там, ветеринаров, сельскохозяйственников и гуманитариев, да, этнографов, да, и они сообща вот создают ну, целую такую концепцию. И то, что вы спрашиваете, какой выход был, да, естественно, конечно,
конечно, вот резолюция принята вот этой конференции, и вот эта резолюция, она анализируется, да, и то, о чем вы спросили, естественно, конечно, с первой конференции, если проанализировать, у нас ну, достаточно много проектов сделано. Проект, например, поддержки глобальной инициативы поддержки грудного вскармливания, да, питание беременных кормящих женщин. У нас в республике вообще с 2012 года очень так активно работает. И вот по нашим результатам даже на международном уровне доложено в 2019 году Министерство здравоохранения Российской Федерации. Проект вот школьного, дошкольного, детского питания, да, вот по поручению главы республики вот вышло распоряжение 26 мая, да, о региональной модели здорового детского питания, да. Дорожная карта расписана, и по этой дорожной карте, естественно, конечно, все структуры, да, начиная от Министерства образования Республики, науки Республики Саха-Якутия, Минздрава, Минсоциального развития, все работают, и поэтому... Но вот как вы сказали, Да, нет. как вы сказали ранее, да, что в каждом возрасте нужно определенные нормы, да, нормы, подходы, да. И понятно, что вот на севере у нас экстремальный холод, да, климат, география, питание должно отличаться. Вот какое должно быть правильное питание на севере? Вообще есть основные принципы, да, здорового питания. Они соответствуют к тем же нормам, которые утверждены вот в 2021 году. И в этих нормах четко там с учетом вот последних этих изысканий, научных изысканий, да, результатов исследования, нахождения отдельных там веществ, да, вот эти нормы формируются, и там черным по белому прописано, ну, такой абзац, да, проживающих в условиях Крайнего Севера энергоценность рациона и соответствующие вот эти вложения в рацион, да, всех пищевых веществ должны быть повышены на 15%. Это очень много говорит о том, что при формировании, ну, например, при затратах энергии, да, естественно, конечно, они должны поступать с питанием. Вот. И хочу сказать, что это практически единственный фактор, да, из внешней среды, который поступает, и регулируемый фактор. Если, например, воздух один человек не может регулировать, если воздух загрязнен, да, а питание каждый человек сам может формировать и регулировать, чем ему питаться. И поэтому в плане государственной политики это очень такой фактор, которым можно управлять и, соответственно, оздоравливать население и повышать его качество жизни. Вот. А вот нам, этнографам, потому что мы тоже изучаем питание, тоже очень важно обратиться к традиционному опыту. Потому что если мы начинаем смотреть и изучать этнографию питания у наших локальных групп, допустим, у северных якутов, у вилюйских якутов, мы, конечно, можем сделать вывод о том, что в основе лежит сезонное питание. Потому что вообще у якутов мясомолочное питание считается. И вот очень важно, что летний период больше молочной пищи, кумыса, допустим, да, там, сорот и так далее. Зимой больше мясного. То есть вот этот рацион очень важно вообще, что в культуре питания не только народа Саха, но и вообще арктических народов очень хорошо видно, как культура жизнеобеспечения играет большую роль, связанную с природным фактором. И я хотела бы сказать о том, что многие наши коллеги, например, японские ученые, часто обращают внимание на то, что насколько у вас интересная, как они говорят, холодная пища. Холодная пища, это имеется в виду, когда мы едим строганину, когда мы едим мороженую ягоду, допустим, и так далее. То есть во всем есть, конечно, такое, знаете, рациональное экологическое зерно. Поэтому я думаю, что вот мы сейчас сказали о том, что действительно есть питание для детей, есть питание для более пожилых. Дело в том, что все равно в любом случае растительная пища, вот как я сказала, связанная с ягодами, еще что очень важно, якуты и другие народы Севера пели
раньше травяные чаи, например, иван-чай, да, кучу-чай и так далее. То есть, безусловно, надо сказать о том, что оно было сбалансированное, безусловно, это питание, если говорить про традиционное питание, и оно было сезонное. Вот. И если у народов севера оленина, допустим, стояла на первом месте, то у якутов в традиционной культуре жеребятина. Вот. Поэтому такие вот, конечно, то, что мы изучаем, локальные особенности, да, то, что мы пищи, это тоже один из очень важных сейчас трендов, потому что в целом сейчас вообще в мире говорят очень много об экологии питания. И здесь вот хорошо, что эти конференции проходят, мы можем поговорить со своими коллегами на эту тему. Ну, кстати, говорят Да. еще уже о сезонном питании, Да. да, и говорят о том, что нужно питаться тем, что, ну, что у тебя в Совершенно регионе. верно, Да. да. Вот, то есть мы приходим к тому, что тогда бананы детям не надо покупать зимой. Надо. В продолжении вот и мыслей и темы Екатерины Назаровны с точки зрения этнографических, гуманитарных подходов, да, а с точки зрения медико-биологических аспектов, мы разработали сезонный календарь питания для детей и вложили вот этот календарь в разработанное методическое пособие, да, называется «Дневник питания школьника», который презентовали на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Да, где вот уже третий год республика участвует, и республиканские школы завоевывают, ну, становятся лауреатами. Вот практически 10-12 в городе Владикавказе Республики Северная Осетия Алания проходил такой всероссийский конкурс, где 2 лауреата мы получили. Это по лучшей сельской школьной столовой и по лучшей городской школьной столовой. То, о чем вы спросили, вот эти конференции что дают, да? Эти конференции, вот начиная вот 7-я конференция, да, и практически вот каждый раз их выход вот такими практическими внедрениями и реализацией вот таких больших глобальных проектов, которые идут очень удачно и эффективно по нашей республике. Катерина Назаровна, у меня к вам вопрос про вашу этнографическую школу. Там ярким ее мероприятием стала уникальная презентация старинного женского ритуального состязания с элементами гадания. Что это вот такое? Да. Вот как раз я хотела об этом рассказать, Что это потому было? что, вы знаете, еще ведь чем интересна этнографическая школа, тем, что мы сотрудничаем с улусами, с нашими районами, значит, с отделами культур, управлениями культуры. Причем в том, чтобы показать, насколько обрядовая культура связана с пищевой культурой. И вот я очень благодарна Нюрбинскому улусу в том, что, значит, они сами приехали и показали нам реконструкцию старинного обряда с элементами гадания. Ну, если так на русский перевести сам обряд, будет «жирное благословление белой благодати», вот так вот можно назвать. Это Знаете, совместное поедание саламата? нет, это не совместное поедание саламата. Вы знаете, это такой очень интересный обряд. К сожалению, он был раньше частью кумысной церемонии, но был в какой-то момент все-таки забыт. И вот наши значит, нюрбинские жители земли Менгеджек, я скажу, они как раз восстановили его. Я хотела бы сказать, вот самое главное, что это обряд, ну вот вообще считается, что белая пища, она в основном летом, потому что у нас всегда такое... Я сама пишу концепции праздника Сехья, но дело в том, что кумысная закваска, она делается осенью, и все время после этого за этой кумысной закваской, как с живым существом и организмом, надо следить. То есть хозяйка спускалась в булус, и каждый месяц помешивала мутовкой 3 раза по ходу солнца. Таким образом, как бы кумысная закваска становилась такой субстанцией, как календарный символ. А вот она зарождалась зимой, а весной и летом она уже рождалась. Вот прямо, знаете, ощущение такое, что как родильный обряд. Потому что в старину якуты вообще кумысную закваску хранили в бычьем пузыре или еще что-то, вот как плацента получается. Вообще это очень интересно. Наши, значит, нюрбинские коллеги, они, значит, сделали так, что приехали и показали в доме Арчи
обряд, который связан, это женский обряд, связанный как бы с элементами гадания, но он состязательного характера. Здесь очень важно, Ну вот чтобы в чём- три в чём женщины, вот состязание, да. рассказываю, Ага. три женщины садятся, и они должны участвовать в состязании, как они выбьют пену в белой печи, это у кумыса. Чем больше пены взбивает женщина, тем на следующий год у нее будет больше счастья и удачи. Ага, И вот мотовкой, да? Мотовкой, да. Ага. И что интересно, как раз вот такой обряд был. А в этом и есть элемент гадания, проведен. получается, Да. что у кого Да, будет да, больше да, да, счастья. да. Это было очень здорово, потому что сохранились материалы этнографические, в которых женщины просто настолько значит, взбивали мотовкой кумыс, что пена выливалась за значит, посуду, и было такое ощущение, что она покрывала как белое одеяло вообще рядом. И говорили, боже, на следующий год у этой женщины будет и богатство, и родятся Изобилие. дети. В общем, вот очень интересный такой обряд, который восстановлен действительно. Раньше как-то вот мы его реконструировали таким образом. Это к чему я все говорю? Это говорит о том, что культура питания, она, безусловно, очень зрелищна. И вот фестивальный турнир... Ну, да, и можно вот, делать да. из этого действительно, как вот вы сказали, с саламатом, Совершенно, да, там да, 3 да, раза да. целый обряд из всего, что Совершенно угодно верно, да. сделать. И не придумать его, а Нет, это не восстановить, просто Восстановить. реконструировать и показать, потому что вообще вся культура, связанная с питанием, это не только вообще питание, это же вообще дизайн, когда ты заходишь, это ощущение вот этого праздника. Поэтому вообще вот зима начинается с Якутии, фестиваль, который можно развивать и развивать, Да. и вкус Якутии тоже. Ага. Да. Ульяна Михайловна, у меня значит, к вам такой вопрос. Начну с истории. У меня одна знакомая рассказала значит, историю. Ее подруга вышла замуж за иностранца, привезла его к себе в Якутию, и по традиции его стали угощать строганиной. И в этот момент он стал нервничать, не выдержал и сказал: «Оля, что я тебе плохого сделал, что ты меня хочешь накормить сырой рыбой?» Вот насколько он был прав или не прав, какая польза в этих продуктах без термической обработки, и можно ли это есть не северным людям, неподготовленным? Ну, это касается не только медико-биологических аспектов, но и культуральных аспектов, потому что Некий да, этикет если нету таких привычек, да, есть специальное такое понятие пищевые привычки. Если у человека другой нации, да, которая Из другого действительно, климата. который воспитан совершенно в другом духе, да, и традициях. Естественно, конечно, для него это новое что-то такое должно быть, да. А для нас, вот и поэтому сейчас практически вот питание, оно должно нести региональный характер. Территориальный характер. Вот вы же сами спрашивали вопрос в начале нашего общения, да, что вот мы должны кушать то, что у нас произрастает, то, что у нас производят, да, действительно. Вот насколько даже есть такое понятие, да, насколько близко вот транспортировка от того производства, вот настолько свежий этот продукт. Продукт должен быть свежим, максимально, да. И то, что касается сырой, естественно, конечно, мы привыкли, это наши традиции, и поэтому мы вот то, что едим, это... Но, кстати, те, кто переезжает из других регионов, они через какое-то время начинают есть все равно и строганину. Но когда у них появляется вот это, если они действительно вот это принимают и целенаправленно к этому идут, да, вот эти традиции принимают, тогда, конечно, они могут и в дальнейшем вообще употреблять эту сырую рыбу, и ничего с ними. Возможно, может быть, и даже за республикой, когда находишься в других регионах и даже за рубежом, да, встречаешь вот те, которые проживали здесь или где-то когда-то были, и когда говорят: ой, мы скучаем по тем продуктам, по сырой рыбе, по строганине, по индигирке, да, для нас действительно это такое блаженство, что вегетарианцам нам нельзя быть?
Вот как с точки зрения науки, Но к вегетарианству нет, но в нашем это, климате? почему нельзя? Можно? У нас очень много вегетарианцев, и у вегетарианства же тоже есть отдельные виды вегетарианцев, да? Лакто-ово-вегетарианцы, просто ово-вегетарианцы. И поэтому, естественно, конечно, человек какую религию, какую там традицию принимает, это зависит только от самого отдельного человека. И поэтому тут уже никак не... Вот и наша задача, да, специалистов, ну, медико-биологического аспекта, чтобы при отдельных видах вот приема каких-то традиций, да, ну, вегетарианства, чтобы он, проживая в наших условиях, оставался здоровым. Вот это наша главная задача. Потому что у нас уже время подходит Да. к концу. У меня по итогам разговора сложилось впечатление, что действительно наука приходит все-таки к тому, что нужно возвращаться к корням, истокам и традициям. Да, правильно? Да, совершенно верно. И при этом все-таки рассматривать еще и пищу как некий аспект мировоззрения. Это очень важно. И пища, она формирует здоровье, и поэтому она должна быть качественная и безопасная, и формирующая, ну, наша конференция к этому и приводила, да, для здоровья и сбережения. Она вот Ну что, такая желаю должна вам быть. успехов в вашей работе. Благодарю за то, Спасибо. что пришли и рассказали. Дали, может быть, кому-то важные и нужные советы. На этом выпуск «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.